Смотрите, что интересно, еще исходит из того, что не принимается закон о восстановлении прав. Земельный вопрос, вот «Голос Крыма», газета вы все знаете, земельный вопрос в Крыму не решится, пока не будет учтена специфика региона. То есть Украина настойчиво и упрямо вот, стирает грань, что здесь есть народ, вот спецификой называет вот этот момент. Никого не хочу обидеть, унизить или там сказать то, что народ здесь восстанавливается, тяжело обустраивается, и подобные законы могут вызвать большие волнения, это раз. Для чего мы, в принципе, мирным образом создаем инициативные группы, некие движения, для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что люди хотят нормального, цивилизованного принятия соответствующих законов, которые бы учитывали не специфику, а само наполнение автономного образования. Вы поймите, все вот эти хитрые слова, хитрые вещи, они приведут, в конце концов, не к какому-то там благополучию или процветанию и единству, а в любом случае приведут к каким-то большим скандалам и так далее и тому подобное. Если есть вопросы, я бы хотел, пожалуйста. Голос Крыма, Лидия Ивановна. Вот ваша инициативная группа, это, конечно, очень хорошее начинание, но имеете ли вы какую-то поддержку со стороны других общественных организаций или движений? Знаете, именно по этому вопросу. Мы сделали уже сегодня первый шаг, а прежде чем поднимать какую-то, будем говорить, инициативу, мы, видите, провели небольшую работу. Эта небольшая работа была для каждого в разном по времени, где-то 25 минут люди пробежались, бегом подписывали под этим обращением с удовольствием. То есть там, где защита прав людей, с удовольствием люди ставят подписи. Если бы тут стоял там Медведь, или там, я не знаю, может быть, Народный фронт, или еще, люди бы начали опять думать, что кто-то тянет их в политику. А под этой вещью, я вам хочу сказать, весь Крым. Мало того, я бы попросил, вот там в пресс-релизе, ваш журналистов, внизу есть, мы призываем всех застройщиков, мы не говорим там крымских татар и так далее и тому подобное. В конце концов, автономная республика Крым должна насыщаться своими полномочиями. Центр захотел, принял, даже не учитывая, что здесь есть вот такие процессы. А именно реагировать должна была автономная республика Крым. Она не будет реагировать до момента, пока крымские татары не будут восстановлены в правах. Вы поймите, это некий такой иммунитет будет. Я хотел бы, чтобы вы всем нашим автономистам, вот как вы же имеете возможность передать, чтобы они занимались насыщением и возвратом полномочий автономной республики Крым. Они были вот там этим кукольным каким-то залом. У них же вообще ничего в руках не осталось. Они кроме туалетов и бани больше ничем не командуют здесь. Важный вид делают, выступают там по телевидению. Провели день такой-то, провели день такой-то. Вот чем надо заниматься здесь. И подавать туда, в центр, чтобы там народные депутаты Украины учитывали вот именно эти вещи. Если есть еще кто-то поднимал руку, пожалуйста. Да, Света Лещенко, Крымская татарская татарная онлайн. Я хотела вас спросить, а вы посчитывали приблизительно, сколько вы собрали подписей? Порядка 500, где-то около 500. Это по Симферополю, по всему Крыму? Симферополь, Симферопольский район, тут Алушта чуть-чуть приняла участие. Вы поймите, у нас же нету разветвленной сети. Вот я подъехал, парню говорю, вот такое обращение. Он спасибо, быстренько через день мне его вернул. Вот кого знал, знакомый, кто звонил, тем передавал. Вот таким образом. Скажите, а вообще этот закон об регулировании предусмотрительной деятельности, он принят и должен якобы вступить в силу 1 января? Да, он принят, он работал, но в часть, вот ту часть, где были такие мизерные штрафы там и так далее, внесли большие изменения. Что и вызвало такой вот резонанс у людей. Вы думаете, что вот, закон о репрессированном крымско-татарском народе, он защитит? Он позволит
он позволит, некий такой фильтр произойдет, оградить крымских татар от принятия прямых вот таких законов. Сейчас эта автономная республика, она наряду даже меньшими полномочиями обладает, чем, пожалуйста, меньшими полномочиями обладает, чем область. Там, к примеру, Киевская, Рыбнинская, Сумская. Там, если ты к большинству имеешь какое-то там отношение, то здесь автономная республика, ну, накрученные историческими, там, допустим, сепаратистами русскими, там, экстремистами татарскими, убрали все полномочия. И сегодня этот, вот, будем говорить, орган, как Верховная Рада Крыма, он в принципе не отражает той действительности и тех полномочий, которые должны присутствовать здесь, в автономии. Речь идет об этом. Поэтому в центре принимается, а есть сам АРК или нет, их это уже не интересует. Вот. Речь идет, пожалуйста. Крымско-татарский народный фронт поддерживает вашу инициативу? Ну, я не знаю. Судя по всем лозунгам, по всем действиям Крымско-татарского народного фронта, надеюсь, что поддерживают. Ну, вы же были на учредительной конференции? Нет, я был на учредительной, я посещаю Крымско-татарский фронт, но, как вы знаете, что учредительная конференция посвящалась созданию образования этого фронта только по одному вопросу. Инициирование, принятие, там, подписание там, и так далее закона, восстанавливающего права. Ренат Шаймарданов, информационно-аналитический портал МФ-Информ. 2 вопроса. Вы сказали, что сейчас собрано около 500 подписей. Это, я так понимаю, за 3 дня. Будет ли эта ваша инициатива разворачиваться на весь Крым или она останется в пределах Симферополя? Это первый вопрос. И второй вопрос. Будете ли вы легализовывать ваше движение «Защити свой дом» в официальном порядке? Все в зависимости от нашей совместной работы. Раз. Второе. Инициативе людей. Мы специально, я хочу, чтобы вы дали эти телефоны, если «Голос Крыма», если газеты есть, какие-то печатные издания, чтобы именно эти телефоны дали, я готов не только легализовывать, но и походом идти к Януковичу для того, чтобы он приостанавливал подобные дискриминационные законы или применял какие-то санкции к этим делам. Естественно, все зависит от того, как поддержат люди. Люди на первом этапе, вот за эти 3-5 дней, я увидел очень большой, живой, горячий интерес к этому движению.